Прямой эфир на абхазском телевидении. Сегодня мы обсудим внутриполитическую ситуацию в стране, а также реакцию общества на комментарии абхазских политиков и журналистов грузинским СМИ. Добрый вечер. Итак, представляю наших гостей в студии. Наира Амалы, общественный и политический деятель. Алхас Асландзе, юрист. Инал Хашик, редактор газеты «Чегемская правда». Рисмак Аджинджел, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, общественный деятель, историк. Добрый вечер, уважаемые гости. Готовясь к эфиру, наша группа обзвонила представителей оппозиции. Около 30 звонков было сделано, но, к сожалению, они все отказались от этой дискуссии. Но я надеюсь, благодаря вам мы сможем обсудить эти вопросы. Во время событий, которые происходили в эти дни в Сухуми, в прямом эфире давали интервью грузинским СМИ, абхазские политики и журналисты Сергей Шамба, Алхас Квицини, в том числе вы, Инал Хашик. Это вызвало волну негодования вначале в социальных сетях, а потом и в обществе это стали бурно обсуждать. Я хочу процитировать несколько комментариев. Какое интервью, какая Грузия, как вообще можно было связываться, писали некоторые. Зачем отчитываться недружественной стране? Были, конечно, и более жесткие высказывания. Наира, вы опубликовали у себя пост в Фейсбуке и раскритиковали, можно сказать, эту позицию абхазских политиков, которые согласились обсуждать внутриполитическую ситуацию с грузинскими СМИ. Можете объяснить, почему? Объясняется очень просто. Во-первых, здравствуйте, и всему нашему народу я хочу сказать, шан бзилан шашни штат. Что хочу сказать по поводу интервью наших политиков и СМИ, грузинскими СМИ. Здесь проблем как таковых, что кто-то ответил на вопросы журналистов Грузии, как бы особо и нет. Но когда отвечает на вопросы журналистов журналист, например, как вот нас, участник наш Инал Хашик, это другое дело. Это его работа. Когда отвечает политик, то тут возникает слишком много вопросов. Кто делегировал, кто дал такую возможность, кто его уполномочил говорить от имени народа, что Абхазия готова к какому-то там не было диалогу. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Так коротко объясню. Я, конечно, отрицательно отношусь. Но если народ скажет, что... Мы тоже хотим если народ скажет, что нам этот диалог необходим, да ради бога, давайте разговаривать. Рано или поздно все говорят, к этому придем. Да, придем, но не сейчас и не таким путем. Слишком у нас кровоточат еще раны. Мы не можем так поступать. Начало признания. Нам что, Женевской площадки не хватает? А вот вы говорите спросить официально народ. У нас есть... Как спросить народ? В какой форме это можно было сделать? Вот как вы видите? Общественное обсуждение должно быть. У нас есть все институты власти, они работают. Есть парламент, есть общественная палата. Если даже не работает, там, ушел в отставку президент, то другие же существуют. Хапсыма и холы. Зачем это вразрез чему-то ставить? И это не провластные структуры придумали, а как раз-таки оппозиционные. Да, многие люди общаются, у кого-то есть родственники Грузии, часто люди ездят туда лечиться, и тоже была поставлена политика в этом случае тоже неправильно. У нас много минусов в государстве, и решать их уйма времени надо, и большие умы нужны. Но в данном случае категорично отрицательно отношусь, потому что общественное мнение, прежде чем озвучивать такие процессы, надо знать. И, наверное, любой человек догадался бы это сделать, прежде чем от лица нашего государства говорить грузинскими СМИ, что мы готовы к диалогу. У нас уже был диалог в Гальском районе, вы в курсе? А почему прекратился этот диалог грузино-абхазский, знаете? 32 человека объявили в Грузии вообще персонами нон-гранта.
Наира, вы, кстати, вот в этой публикации также После этого называли причины. этот диалог закрылся. Прежде чем разговаривать с грузинским журналистом, можно хотя бы условие какое-то поставить. Ты скажи, я ставлю такое условие. Хотите диалог? Тогда снимите запрет на этих людей. И эти люди не только провластные там были, и оппозиционные группы. И сегодня они не выездны абсолютно ни в какую страну мира, кроме России и тех стран, которые нас признали. Наира, ну вы в своей публикации как раз на свой вопрос и отвечаете, некие причины того, почему именно сейчас наши политики, журналисты вышли на такую связь. Это возможно. Вот версия. Да, это версия. Это возможная версия, геополитические причины, это война в Иране, вернее, широко такой войны нет, но вот все, что происходит в мире, конечно же, и на нас это влияет. России, безусловно, нужна дорога. Нужна дорога в Армению, нужна дорога в Иран. И все это, конечно, будет проходить через нашу страну. У нас закрыто абсолютно все, кроме контрабанды на границе с Грузией на Ингуре. Мы все это знаем прекрасно. Здесь секретов каких-то вот нет, что там происходит и как. Но если есть интерес Российской Федерации в этом, и он наш партнер, дружественный партнер, да, мы каким-то образом должны тоже помочь. Я понимаю это все, и все люди понимают прекрасно. Но идти вразрез своим политическим интересам никто не имеет права. Я еще раз говорю, если журналисты общаются, это их дело. Тем более, если не правительственная организация, это их дело. Пока они у нас не в запрете в стране, они есть. И лучшие умы туда набрали, кстати говоря. Так вот, все это делается... Вы связываете с изменением геополитических интересов нашего партнера? Да, за Кавказе интересно всем, и России прежде всего. Вот. И это нормальное явление. Кому ваша публикация предназначалась? К сожалению, они отказались от участия в дискуссии. Ну и зря. Это вас тоже непосредственно касается. Вы как могли бы прокомментировать вот эти разговоры вокруг вашего интервью? У меня товарищ приезжал один, вот сейчас буквально он сегодня уехал. Он долгие годы, уже лет 20-30 работает в СМИ, очень крутой оператор, еврей, гражданин Израиля. И он как раз попал на эту ситуацию, и он не очень мог понять вообще, в чем дело. И он говорит, слушай, говорит, когда я ему объяснил, он говорит, слушай, говорит, у нас, говорит, если, говорит, палестинский канал какой-нибудь пожелает там взять у какого-нибудь израильского политика интервью, очередь выстроится, говорит, от Иерусалима до Тель-Авива, говорит. То же самое в Палестине, если какой-нибудь израильский канал захочет взять у палестинского политика, тоже очередь выстроится. Люди, как бы, это всегда такая привилегия, чтобы твоя информация дошла до них. У нас, я наблюдаю просто какой-то комплекс неполноценности, у меня такое ощущение. Знаете, вот сколько лет прошло с 2008 года? Вот 11,5 лет. Пока мы консервировали, что там как будто бы эта Грузия где-то там в районе Кариб находится, да, за это время в Грузии своя идеологическая машина работала, и общество уже привило мысль, что Абхазию действительно Россия оккупировала. Что абхазы там, ну, чуть ли вот как бы... Диктуют свою позицию. Да, что русские им диктуют, и вот абхазы вот мечтают, там где-то в душе, в тайне, тоже не могут сказать, мечтают там воссоединиться с Грузией. Когда мы рот свой не открываем, когда вот какие-то события происходят, мы отказываемся, да, у них такое, ну да, это русские. Это русские. Мы не можем за себя сказать. Мы, в конце концов, нация-победитель. Мы должны, в общем-то, открыто говорить. Когда грузины, вот, допустим, вот в этом интервью они спрашивали там про события, им всегда виделся этот российский след с одной стороны. С другой стороны, у них всегда есть иллюзии, что при каждой смене власти, что обязательно придет какой-то такой настроенный прогрузинский политик к власти.
И, в общем-то, надо им обычно и говорить, что у нас, в общем-то, при всем внутреннем раздрае есть общий политический консенсус в этом вопросе, что суверенитет Абхазии не подлежит никакой ревизии. То есть мы не в состав России дружественной не собираемся входить и не тем более объединяться с вражеской Грузией. То есть такие вещи надо всегда проговаривать. Мы не говорим ничего. Мы абсолютно в рот воды набрали, то есть мы типа обиделись, повернулись спиной туда, при этом по-пластунски проползаем. Кто-то лечится, я их не осуждаю, но кто-то ездит отдыхать, шопингом заниматься. То есть это нормально. Инал, ну это вы говорите нормально. о некой открытости и свободе, но вот Слушайте, Наиры есть версия. Знаете, я сейчас вот в этот мировой заговор не верю, я просто знаю, как работает, функционирует вообще СМИ. СМИ в условиях рыночной экономики. В той же Грузии практически все СМИ, как бы частные СМИ. Частные СМИ, у них жесткая конкуренция, очень жесткая конкуренция, борьба за информацию. То есть Абхазия имеет так или иначе по-любому интересно, тем более, когда такие события происходят. И здесь там они об Иране вообще не думают. То есть у них хронически, они об Абхазии так или иначе, все, что интересно, они пытаются узнать. Это и понятно. Да, и я бы сейчас не плел бы там какие-то эти мировые заговоры, там, геополитические там, какие-то расклады, потому что я знаю, как часто интересуются грузинские журналисты событиями в Абхазии. И это очень хорошо, что наши политики дают интервью. Я это приветствую. Не надо, знаете, вот мне кажется, всегда нам не хватает, вот мы как-то не выросли вот с этого состояния, когда были в Абхазской ССР, и наша мечта была, это вот национально-культурная автономия и не более. То есть мы в конце концов назвались государством. Мы должны это строить государство, мы это государство должны пропагандировать. И у нас не должно быть каких-то комплексов. Вот эти комплексы, которые сейчас мы только наращиваем, эти комплексы, это тоже как продукт вот этого кризиса. И когда вон там комментарии пишут в основном, вы просто грамматические ошибки, наверное, не исправляли, ну, то есть невозможно исправить. Я цитировала. Да, цитировали, но очень много безграмотных людей, которые пытаются играть в большую политику. Это опасно, когда ты пляшешь под дудку вот этих людей. То есть вот когда мы говорим, что страна находится, в такой степени, в состоянии охлократии, это власть толпы. Это опасная вещь. Инал, ваша позиция понятна. Мне бы интересно услышать Рисмага, как ветерана Отечественной войны. Что вы думаете вот по поводу вот этих комментариев? Насчет комментариев, сотрудничества с грузинскими СМИ. Насчет сотрудничества, там сотрудничества нету. Есть там именно интервью дало, я бы не назвал бы это сотрудничеством. Во время войны в той или иной степени мы общались и со своими противниками, и со врагами. В этом ничего плохого нету. Вот Инал очень важную вещь подметил, то, что надо свою позицию доносить. И в условиях острой конкуренции, которая находится там внутри в Грузии, его слова больше услышат, чем эти слова были бы сказаны как-то другим через ту же там Женевскую площадку. Вот, Наира, я хочу к вашим словам вернуться. Вы говорили, что кто этих политиков уполномочил говорить от имени Абхазии, все говорить, а я не доверяю Женевским площадкам. Всем тем, кто ехал в Женеву, я их туда не делегировал. Они занимают какие-то должности, там грамотные люди, безусловно, есть, но я не видел их отчетов. Ну, может, они какие-то давали, о чем шла речь. Я знаю, какую повестку мы должны навязывать, говорить. Мы этого не говорим. Мы мало того, сейчас, это было несколько лет назад, периодически я не отслеживаю все там в Женеве, что происходит, но грузины нам предъявляли убийство, то, что произошло на границе, там абхазский парень, пограничник убил кого-то, безусловно, убийство – это нехорошая вещь, не будем туда лезть, но я, насколько знаю, на той Женевской встрече грузины нам вот это убийство предъявили, очень серьезно предъявили. Хотя тут нам геноцид устраивали несколько лет, и наши представители, которые, как вы сказали, якобы кем-то делегированы, мной не делегированы, они это все слушали, это было в закрытом режиме, никто не видит. А вот здесь
то, что вот Инал, допустим, провел, это можно посмотреть, это можно увидеть. И с Инала спросить, почему ты так или так. А то, что Инал говорит, оно меня устраивает. Рисмак, ну вы говорите, что вы не доверяете людям, которые участвуют в женевских дискуссиях, но это официальные лица. МИД представляет Абхазию на женевских дискуссиях, выбирая президентом, и тем самым и это, правительство, опять же, мы сейчас, доверяемому. наверное, к этому придем. Вообще о системе власти, которая сложилась в Абхазии за 26 Да, мы обязательно об послевоенных этом лет. поговорим. И когда я говорю не доверяю, там мои друзья находятся, ездят туда. Я не доверяю всей системе власти, которая их туда делегировала. На каких условиях они туда едут, я не вижу выстроенной системы, не вижу стратегии поведения, у них ничего нет. Они ситуативно работают и ситуативно проигрывают. Вот это мне не нравится, в этом смысле я им не доверяю. Я хочу сказать, что к нам через несколько минут еще присоединится еще один эксперт российский, Николай Трапш. А пока я бы все-таки хочу еще продолжить. Почему именно сейчас такой интерес возросший вот со стороны грузинских СМИ? Недавно были президентские выборы. Но вот такого ажиотажа мы... Тут такая ситуация произошла, и как неинтересно. Во время президентских выборов тоже интересовались грузинские СМИ. Посмотрите каналы. Это просто вот такой ажиотаж случился в связи с этими событиями. Да, но это всегда был интерес. Когда что-то происходит это не связано с тем, это не связано. Это просто вот как бы у нас как бы наблюдают там по популярности или там по актуальности, попало это в какую-то группу фейсбучную анонимов или нет. В общем-то. Да, то есть резонанс есть, там 145 кухарок высказалось. Если высказалось, значит все отлично. Да, это вот этот тренди. И если нет никаких комментариев, значит все спокойно. Все это есть. И выборы интересуются грузины. Грузины очень многим чем. Это мы ничем не интересуем. Мы не интересуемся не то, что происходит там. Мы говорим наш враг. Мы даже не знаем, что там происходит. У нас, как в МИДе, уже столько лет, я хотел бы, чтобы у нас был отдел, который занимается вот именно грузинским направлением. То есть мы должны его знать, что там происходит. Мы должны знать вообще, что в мире происходит. Мы все время как-то зациклены, что мы здесь все знаем. Но посмотрите, как за многие годы у нас упал уровень образования. Уровень образования упал, и уровень политической элиты тоже Инал, ваша позиция пал. понятна. Последнее, что я у вас хочу спросить. Вы сами отметили то, что это было интервью без какого-либо вознаграждения. Значит, получается, если какое-то вознаграждение грузинские СМИ заплатят Нет, это не принято. Вы знаете, я за эти дни дал, я не знаю, различным СМИ и мировым и так далее, в том числе грузинским, где-то 40 интервью отдал. Если я там где-то рубль получил, скажи, то есть ни рубля не получилось здесь. Не принято, когда у тебя интервью берут, брать деньги. Это ж не ты материал готовишь, не ты репортаж готовишь. Вот из-за того, что мы сюда пришли, вы нам гонорар же не платите же. Ну вот это то же самое. Интервью дать это, как бы это должно быть нам как бы удобно. Это в наших плюсах, интересно, что мы даем интервью. Спасибо большое. Алхас, вы хотели что-то добавить? Коротко, потому что... Коротко. Я бы хотел сказать, что на самом деле, когда сюда шел, я не знал тему разговора, что это будет. Но раз уже я здесь... Это одна из тем. Я бы высказал, в самом начале было сказано. Во-первых, надо понимать контекст дня, контекст того дня, когда это все давалось. То есть это не просто так происходило. И с другой стороны, мы же знаем, кто эти комментарии давал. Это Алхас Квициня, ветеран войны, Сергей Шамба, ветеран национального освободительного движения. Можно по-разному относиться к ним как к политикам, но то, что они всегда были за независимость Абхазии, даже не вызывает сомнений. И вообще интервью я не вижу ничего. И у нас в стране столько проблем, у нас столько вопросов, которые мы должны обсудить. Я не думаю, что сегодня в шкале приоритетов интервью грузинским СМИ должно бы занимать какую-то очень важную вещь. Но я согласен с теми, кто здесь говорил, что в принципе враг и вообще неприятель и оппонент должен знать нашу позицию, консолидированную. Диалог по должен этому быть поводу. в общем. Да. Я даже до конца не смог ознакомиться с этими комментариями. Обязательно прочитаю.
Спасибо большое. Наира, вы хотели добавить коротко, если можно? Да, что тут Подытожим, добавлять? вот. Я понимаю, о чем говорит Инал Хашиг, и есть и безграмотные в интернете, в Фейсбуке, и 140 кухарок тоже переживают за внутриполитическую и внешнеполитическую жизнь. Именно эти кухарки рождают солдат, которые защищают эту страну. Вы меня извините, конечно, вы отчасти правы, что, возможно, для Абхазии существует какой-то коллапс, но в эпоху такого интернета, где в каждой деревне уже есть интернет, любой человек может самообразовываться, читать любые статьи и знать то, что происходит в Грузии. И на нет это сводить в разговоре тоже не надо. Я считаю и категорично в этом вопросе, любой политик, который выступает за диалог с вражеской страной, с которой мы не заключили ни один договор, не имеет права говорить от имени народа. Диалог у нас был в Гальском районе, абхазо-грузинский. Я это сказала в самом начале. Контрабанда — это закрыли. Диалог? Это тоже, закрыли. Это гораздо хуже. Это Почему? управление государством, это другой вопрос, внутриполитический. Но есть вопросы. Рисмак, есть вопросы во внешней политике, стоит резкое табу. Ты не переходишь, допустим, ты в оппозиции, я там не в оппозиции, или я в оппозиции, ты у власти. Но мы друг друга понимаем и должны понимать и знать, что есть закон. Табу нельзя переходить. Какой конкретно табу было нарушено? Какой нарушен общественный резонанс? Люди возмущены тем, что политики, которые имеют весовые какие-то свои категории, вдруг призывают. Я договорю, можно? Наира, и Владислав в Тбилиси ехал. Это Владислав, он и Сергей Шамба, это государственная программа. Хорошо. Сергей Шамба, который столько лет возглавлял МИД, вел переговоры, и он вот что, как бы должен, права, да? не имеет права заявить о чем-то. Вы о чем говорите? Прежде Послушайте, чем это право не я ему даю, а это право, любое право дает народ. Ну, это было, знаете, как... пожалуйста, на статью закона. Какое право это он как нарушил? гром средь бела дня. Ребят, вы что сейчас юморитесь? Вот вы говорите, договора нет. А как будет договор, допустим, я не знаю, там мирный договор или о признании, если не вести переговоры? Все-таки, Наира, я прошу прощения. Ведутся в Женеве. Наира, в каком если нас смысле вы правы? женевские переговоры не устраивают, мы внутри должны в этом разобраться. А потом уже выставлять определенных людей, которые будут протаскивать интересы своего государства. Россия нам дала эту возможность. И с нами Осетия там. Почему вы не говорите об этом? Я не могу понять. Можно я вас верну опять просто сюда? вы журналисты, вы имеете право разговаривать и так далее. У нас на прямой связи. Но политики... Николай Сергей Шамба отказали, да, Алхазу отказали. Наира в том смысле может быть права, потому что ситуация напряженная и так была. Это могло накалить достаточно напряженную ситуацию. Давайте подключим независимого эксперта. У нас на прямой связи политолог, кандидат исторических наук, доцент Института истории и международных отношений Южного федерального университета. Николай Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вы наверняка пристально эти дни следите за событиями в Абхазии. Что вы думаете вот по поводу спора в нашей студии, комментарий абхазских политиков грузинским СМИ? Я внимательно слежу за ситуацией в Абхазии всегда, не только в последние дни. И я бы был независимым экспертом, если бы у меня была фамилия Иванов, а не Трапш. Но как бы моя фамилия у меня есть, и я ей горжусь, поэтому я вряд ли могу быть независимым. На самом деле вы меня слышите сейчас? Хорошо вас слышим. Хорошо. Так вот, я хотел сказать, послушав уважаемых своих коллег, есть одна очень важная вещь. Мы совершенно четко можем представить, какая информационная политика у Грузии, которой следуют все, начиная от тех самых независимых коммерческих СМИ, которые действуют в бизнес-пространстве, и заканчивая грузинским правительством и всеми его институтами. То есть у них есть концепция, они хотят нас вернуть обратно себе, и других вариантов у них нет. И все подчинено решению этой задачи. Что мы видим в Абхазии? Мы видим какую-то цельную информационную политику.
Нет, не видим, потому что у нас журналисты – это одно измерение, политики – это другое измерение. Соответственно, корреляции между тем, что делают журналисты и политики, нет. И Абхазия в информационном пространстве действительно представлена постами в Фейсбуке. Потому что никакие другие консолидированные ресурсы не работают. Вот смотрите, у МИДа России есть Мария Захарова, которая там неоднозначная, спорная, но она яркая и по каждому вопросу высказывает свое мнение. Очень четкое и однозначное. И очень хорошо воздействует на аудиторию. У абхазского МИДа есть такая говорящая голова? К сожалению, нет. Не потому, что МИД плохой, а потому, что это должно идти от самого государства. Это должен быть элемент государственной политики. И, соответственно, эту политику нужно формировать не за один день, не за один час, а целенаправленно. И для этого нужен диалог с гражданским обществом, в том числе и диалог с журналистами. К сожалению, диалог в Абхазии к чему сводится? В лучшем случае президент или премьер-министр или какое-нибудь должностное лицо соберет журналистов на пресс-конференцию. А о том, чтобы формировать повестку дня, о том, чтобы формировать информационное пространство, и речи нет. Мы удивляемся, что там 140 человек комментируют в Фейсбуке. Ну, Фейсбук — это отдельная совершенно реальность. Все то, что в Абхазии годами и десятилетиями обсуждалось как в традиционном обществе в кулуарах, теперь все решили вынести на свет Божий. В итоге обсуждают все, включая политику, самыми, что ни есть, бытовыми методами. И это тоже на информационный имидж Абхазии влияет далеко не лучшим образом. То есть, независимо от того, какая там власть будет сейчас, кто будет у власти, вопрос о том, что Абхазия как государство, которое хочет быть независимым и должно быть независимым, должна сформировать информационную политику, цельную, непротиворечивую, на которую работают все, нас мало, поэтому мы тем более все должны работать. Вот эта задача архиважная на сегодняшний день. Николай Алексеевич, а как вы оцениваете итоги январских событий и ваш прогноз, как пройдут президентские выборы? Чего ждать от них? Январские события я оцениваю однозначно. Мы дошли до определенной точки. То есть мы уже всячески поэкспериментировали с нашим политическим процессом. Самыми разными способами мы меняем власть, но ни один из этих способов полностью демократическим не является, к сожалению. Это очень плохо с точки зрения нашего имиджа как независимого государства. Я вообще человек по абхазским меркам крайне аполитичный. Я не за Хаджимба, я не за Бжания, я не был ни за Ангваба там в полной мере, ни за кого другого. Я просто смотрю и наблюдаю за реакцией наших противников на весь этот процесс. И не только сейчас, и в 2014 году, и раньше. То есть то, что мы рассматриваем как элемент нашей народной демократии, ими рассматривается как элемент нашей слабости, неспособности организовать политический процесс. Я не про Грузию говорю, у них там у самих подобных проблем хватает. Но российскую элиту мы лишний раз убеждаем в том, что мы самостоятельно, как независимое государство, существовать не можем. И в итоге что мы делаем? Мы ждем, пока приедет Нургалиев, Сурков, Затулин или кто-то еще из российской политической элиты и нас рассудит. То есть мы сами даем возможность вмешиваться в наши внутренние дела. А потом возмущаемся, что вот Россия нам то навязала, это навязала, договор неправильный. Мы сами даем к этому основание. Поэтому я от выборов жду одного, что в конце концов будет тот кандидат, выигравший, который будет способен интегрировать абхазское общество, который скажет: мы оставляем вот за порогом все те наши разногласия, которые были. Мы набираем команду не из кланов, не из семей, не по принципу, кто с кем рядом живет, не по принципу, кто стоял плечом к плечу на какой площади. Мы формируем команду из профессионалов, которая будет работать на будущее Абхазии. Если мы этого не сделаем сейчас, то это уже в следующий раз сделают за нас.
В лучшем случае это сделает Российская Федерация, в худшем случае вы сами понимаете кто. То есть я считаю, что если абхазское общество прежде всего не найдет в себе сил консолидироваться, отказаться от сведения всех счетов, отказаться от разногласий ради общей цели, у нас перспектив, как у государства независимого, нет никаких, к сожалению. Спасибо. Николай Можно Алексеевич, Николаю вопрос? спасибо большое. А можно Николаю вопрос? Можете задать. Что вы думаете коротко. по поводу создания антикризисного управления в нашем государстве? То есть куда войдут всевозможные разные политические силы и так далее, для того, чтобы реанимировать ту кризисную ситуацию, которая есть в нашем государстве, чтобы у нас вот этих ошибок 2004, 2014 и этого года никогда не повторялось. И именно это хотят люди. И они со мной общаются об этом очень много. Что вы думаете Николай по этому Алексеевич, поводу? коротко, если Возможно можно. ли создать такую группу антикризисную, профессионалов? Возможно, и вы туда войдете. Как вы думаете? Возможно, я думаю, для этого нужна политическая воля. И нужно, чтобы решение этих профессионалов было востребовано потом. То есть, чтобы они не поговорили, написали прекрасный документ или высказали свои мысли, а потом об этом все забыли после выборов. Кандидаты должны подписать соглашение о том, что результаты работы вот этого мозгового центра будут ими востребованы как программа действий для Абхазии. Тогда да. В противном случае опять эксперты поговорят, эффекта будет ноль. Да, это правильно вы заметили. Я если можно, вот сейчас завершу и все. Просто Николая я очень давно знаю, да, я очень извиняюсь. Для меня он авторитетное лицо, поэтому я к нему обращаюсь. Что вы думаете по поводу разделения полномочий между парламентом и президентом? Неужели, как вы считаете, мы наступим на те же грабли, которые были? То есть выбирая опять себе царька президента, любого, не имеет значения, имя, фамилия, отчество. Как вы считаете, нужно это сделать? Разделить полномочия? На мой взгляд, на этот вопрос сегодня, исходя из своих соображений, ответил Путин тем, что предложил конституционную реформу. Конституция Абхазии написана под конкретного человека, под Владислава Григорьевича Арзенбаха. Соответственно, ее теперь нужно менять для того, чтобы достичь баланса. Второго Арзенбаха у нас пока, к сожалению, нет. И полномочия нужно перераспределить. Это в интересах государства и общества. Спасибо большое, Николай Алексеевич. Я понимаю, что сейчас слишком рано давать какие-то оценки произошедшим событиям, но мне бы хотелось узнать мнение каждого, какие роковые ошибки совершила власть. Можно ли было избежать этих событий? Очень много чего либо можно накануне, было, либо сразу после президентских. Много чего можно было сделать. Во-первых, я в 2014 году поддерживал президента, которого по суду сейчас лишили должности, потому что он обещал публично, в том числе и мне, что будет то, о чем мы говорим, перераспределение полномочий, очень много хороших вещей. Тоже был вопрос гальской паспортизации. Я надеялся, он будет расставлены все точки над «и». Мы поймем, что же там произошло. Там произошло предательство или какое-то небольшое недоразумение. По результатам 5 лет, 6 лет его правления я не знаю, что в Галлии произошло. У меня свое мнение есть, но официально никакой позиции государственной нету. Много чего не было, когда не наказываешь преступников. Это еще не я сказал. Зураб Ачба, он, наверное, какого-то другого великого человека повторил. Когда не наказываешь преступников, а возвышаешь не самых лучших людей, все у нас происходит. Я смотрю на наш кабинет министров, я не понимаю, кто эти люди, что они делают, зачем они там сидят. У них нету ни программы, ни понимания, ни дорожной карты развития, ничего у этих людей нету, но они, тем не менее, каждый год депутаты голосуют, получают бюджет, на что-то эти деньги уходят, не видим никакого результата. Это все оно набирало. И набирало градус недовольства населением. У нас, к сожалению, такая сложилась нехорошая практика. Мы опять к тому же возвращаемся, к перераспределению полномочий. Царизм у нас не проходит. Человек садится на кресло и все забывает. Все, что говорил, он до этого ходил вместе с нами по земле, был прекрасным, хорошим душкой парнем, а потом он закрывается от людей. Узкий круг, который принимают решения. Если раньше он мог при принятии решений мог к большому кругу людей обратиться, спросить, как же в этой ситуации поступить.
Сейчас какой-то узкий круг непонятных людей принимают решения, ведут нашу страну неизвестно куда. Это касается всех сфер абсолютно. Мне вообще, каждому будущему абхазскому президенту я хочу пожелать. Вы носите абхазские фамилии, вы себя называете абхазцами. Наверное, что-то хорошее. Когда-то вы перед Всевышним предстанете. Вот за время своего президентского срока, что вы сделали полезного для страны. Я понимаю, Садик построил это все хорошо, это сделал благодаря российской экономической помощи. Очень большое за нее. Но есть еще как структурировать людей. Самое важное. К чему я вот перескакиваю как-то, но абхазский президент, абхазский лидер, он должен быть лидером, он должен людей воодушевлять. Мы войну почему выиграли? Потому что наш лидер Владислав Артенбах, он горел этой идеей, он горел идеей свободы Абхазии, и мы ему верили и шли в фронт и гибли. В условиях войны теперь, нет, подожди, теперь, когда война закончилась, нам надо мобилизоваться. Мобилизоваться надо на строительство государства. Как я мобилизуюсь, если я вижу, что министром становится человек, который хуже меня учился? Ну, мы все друг друга знаем, мы родственники. Хуже себя вел, чуть ли не бандит, наркоман, и он назначает должность. Что мы показываем своему детям, что после нас идут? Непонятных людей рекрутируем во власть. Безусловно, это все вываливается вот в такие нехорошие вещи. Дальше, опять же, вернемся к этим событиям январским. Выборы прошли. Закон публично, ну, один из тех, кто это сказал, это я сказал, в закон заложена была мина, которая легитимность будущего президента поставит под вопрос. Когда в статье 19, кажется, говорилось прямо однозначно, президент не считается избранным, если против него проголосовало больше, чем за него. Но потом, когда начали вот эти телодвижения, говорить, как считать за, как считать против, у нас сложилась ситуация, она однозначная. Ее нельзя сказать полутонами. С одной стороны был глава исполнительной власти, с другой стороны, во втором туре, у нас был лидер самой крупной оппозиционной организации. И когда люди хотят навязывать, говорить, что когда кто-то голосовал за Хаджинова, он был, в принципе, не против Квициньи, и когда голосовал за Квициньи, он был, в принципе, не против Хаджинова. Ну, мы взрослые люди, так нельзя со своим народом себя вести. И если на основании этого подсчитывать, то там получается, на самом деле, вопросы легитимности. И вопрос легитимности был поставлен как раз перед праздником Хечхама. Это все не на один день набиралось. Но вот когда все, что я перечислил, еще ребята тоже перечислят, то, что вот власть не доделала, особенно эта власть столько много пообещала, она больше всех обещала. И ни одного своего обещания не выполнил. Вот это все привело к таким последствиям. И опять же, Наира о чем говорила, Николай о чем говорил. И о 20-й статье Конвенции ООН 20-я мы должны статья, говорить. но я на ней собаку Там съел. как раз, Дайте там, я договорю да, еще. Да. У нас нет законного механизма чиновника убрать с должности. Это касается как президента, так и любого другого. У нас этот механизм не проработан, работает, никто не хочет. Согласна. Потому что хотят становиться царьками. Хотят всю Вот жизнь опять же, жить в кресле, вернемся к оттуда этой быть 20-й похороненным. статье. Мы убились приходить в парламент, ну, нас завтраками кормили. Ваша позиция понятна. Алхаз, я бы хотела вас подключить к разговору. Помнится, в 2014 году вы, как и многие, были сторонниками Хаджинба. Ну, в первую очередь, наверное, Почему вы все-таки изменились? сторонниками оппозиции на тот момент мы были все. Тогда это был Хаджинба. И Какие ошибки совершила власть? конкретно говорить об ошибках, это, возможно, череда ошибок больших. Но самое важное, я считаю, в нашей ситуации, это первое, у нашей исполнительной власти, кто бы к ней ни приходил, всегда есть соблазн подмять под себя и судебную власть, и законодательную власть. И тем самым, когда кризис накапливается, у него нет выхода правовыми механизмами. То есть парламент не решает уже до последнего, пока не произойдет какие-то столкновения. Суд тоже постоянно отстраняется. То есть всегда с оглядкой, всегда с такими вещами. И, естественно, когда нет правовых механизмов разрешения вопроса, когда там часть общества, оппозиционная часть, активная часть, она, получается, загнана в определенные рамки. То есть у нее реакция сужается, и правовых реакций становится все меньше и меньше. Соответственно, происходят такие вещи. Конкретно что-то указать, вот это была роковая ошибка, тоже, наверное, при длительном разборе, анализе можно какую-то исходную точку невозврата найти. Но в итоге это вал определенных вещей. Причем это же даже не то, чтобы в этом вот
администрация, которую вчера убрали, да, она в то же время олицетворение и других администраций, которые были до нее, потому что очень много вопросов, они актуальны постоянно. Ну, надо находить выход. Вот мы говорили о выборах. Рисмаг, я согласен, очень много вещей правильно сказал. У нас вот есть 2 месяца, где мы можем реально посмотреть, как избежать определенных вещей, как нам продлить усилия в этом плане, чтобы доверие к власти было повысилось, чтобы даже та исполнительная власть, которая рано или поздно придет, она имела возможность проводить какую-то государственную политику, если она этого захочет. Потому что сегодня при полном недоверии даже вещи, которые будут полезны, их будет очень сложно реализовывать, потому что доверие возобновить очень сложно к власти. Это нужно действие, это нужен пример. Наверное, примерно что-то такое. И насчет событий. Ну, это же у нас не первый раз. Ничего такого страшного не произошло. В принципе, а дальше? Да, как уже вот дальше народ, быть? Мы на пороге выборов. Привык к этому уже. И мы как-то прошли его, ну да, с нервами, может, с каким-то шумом, но более-менее пока мы идем неплохо. У нас есть шанс начать реальный диалог друг с другом, услышать друг друга. Но пока нет стабильной внутриполитической ситуации, можно ли говорить о каком-то развитии в стране? Вот пока мы занимаемся выборами и сменой власти. Естественно, нельзя, но в то же время, когда у нас нету реально дисциплинированной команды в правительстве, которая может проводить поэтапную политику и которая будет доверием пользоваться у населения, у нас тоже развиться очень сложно. У нас будут перманентные вещи. Потому что просто так такие события, они не бывают. Это всегда комплекс различных вещей. Но мне, как юристу, легче объяснить это именно вот правовыми нестыковками, именно то, что разделение властей хромает. И еще, естественно, то, что Рисмаг сказал, ну, конкретно 19-я статья, она противоречила решению ЦИК и решению суда. Там можно по-разному это все интерпретировать, но это реально так. И к кризису доверия прибавился еще и кризис легитимности. Мы должны преодолеть это все. Ничего, что в других странах не происходило, какие-то за рамки вышедшие методы политической борьбы, может, немного экстремальная, но она все равно в каких-то рамках. И я не вижу такого большого разделения среди народа. По большому счету вопросы одни и те же людей волнуют. И, в принципе, есть возможность к диалогу и к доверию друг к другу. Инал, ну просто так поднять народ на какие-либо, не знаю, восстания или какую-то смену власти невозможно. Значит, все-таки какие-то проблемы, не какие-то, а существуют серьезные проблемы. А что делать вот новому президенту? Ну, вы знаете, дальше? Уровень апатии общества, он достаточно огромен, подавляющий. Я вот сейчас вспоминал, в 2004 году тоже ситуация была такая драматичная, и тоже захватывали президентский дворец. И я помню, что там было где-то на этой площади, где-то и вокруг парламента, там полно народу, там 1015 было. В 2004 году 2-3 тысячи было. В 2014, да, 2-3 тысячи было. Сейчас уже меньше 1000. То есть, если... Вы хотите сказать, что мы по такой убывающей идем? Да, мы по убывающей идем. То есть, в следующий раз хватит 2 рот. Может быть, точнее, 2 роты даже слишком много. 2 взвода. Так главный вопрос, что делать, чтобы дальше вы жили спокойно? Есть системный кризис, который накапливался годами. То есть, я помню, еще вот Владислав Григорьевич уже заболел и уже сказывалось. То есть, вот когда костюм шили под одного человека, а потом вдруг пришлось донашивать кому-то, да, ну, естественно, как бы и плечи большие, да, там и рукава длинные, да, и до карманов до дна не достает. То есть, в общем-то, уже тогда все это было видно. И потом с каждым президентом у нас все вот как бы ни одна проблема по большому счету не решалась. Вы представьте, у нас Конституция написана, это почти что монархия. То есть конституционная, ну, не монархия, которая разве что сыну не передашь ее. Ну, хотя можно, в принципе, если... Постараться. Да, постараться можно было бы и сыну. Да, но, вы знаете, любые такие сильные
президентские республики, они держатся так или иначе. Вот когда вот ты царь и бог, да, ты подминаешь под себя там исполнительную, законодательную, судебную и так далее. И здесь нужен, в общем-то, аппарат, репрессивный аппарат. То есть ты должен обладать репрессивным аппаратом, чтобы ты у них вот эту всю власть забрал, да? У нас нет этого репрессивного аппарата. Вы видели эту милицию, которая там стояла и молча наблюдала? И я ее понимаю, эту милицию, потому что ее там за последние 5 лет там кучу милиционеров побили, там изувечили. Кто-нибудь сидит за это? Это как бы в любой другой стране это тягчайшее преступление. Побить милиционера, там, изувечить милиционера. У нас нормально. И какой милиционер будет заступаться? То есть та же власть, она, в общем-то, все делала для того, что, ну, даже на таких мелочах, да, когда это ты милиционера не защищаешь своего, и милиционер тоже думает, это уже не мое дело, то есть и он уже не защищает правопорядок, и не защищает. Мы имеем то, что имеем. Да, а мы дальше очень, что мы с очень этим много делать? чего делаем. Мы просто, знаете, есть вещи, которые, да, ситуативные. Да, там ты не проводишь комплексных реформ. Ты отказался, ты решил, что вот, в принципе, вот у тебя есть Конституция, все устраивает, у тебя есть рычаг, там дернул, здесь задернул и все остальное. Но надо так или иначе, как бы хотя бы ближайшие кризисы, которые там возникают в перспективе, как бы предугадать и найти способ, как справиться с этим кризисом. Но я вот лично не видел такого особого. У нас всегда кризис, вот когда вот как бы секира над твоей башкой нависает, и тогда начинается переговор. Ну, а нельзя как-то сделать так, чтобы люди не подходили ни к президентскому дворцу, предугадать, чтобы не подходили к парламенту и так далее. У нас изначально было понятно, когда в сентябре, в августе, в первом туре проголосовал народ, ну, то есть, что ни одна политическая сила не пользуется, таким, да, подавляющим доверием общества. То есть 24% для человека, который занял первое место, это катастрофа. Это катастрофа, это означает, что ты должен искать, договариваться со всеми политическими игроками и так далее, силами договариваться о каких-то правилах игры. И даже был вариант, я помню, я сам принимал участие, там, предложил там, сразу после выборов, чтобы вот этот кризис как-то разрешить. У меня было свое видение, что там Бжане, что президент предложил Бжане там, быть премьер-министром, план реформ через парламент утвердить, там, дорожную карту некую сделать, и потом как бы все вместе, и власти, и оппозиции нести ответственность за это. Власть за рамками правового поля. У нас этого правового поля вообще нет. Да. У нас есть бардак и хаос. Давайте дадим бардак и хаос. В итоге вот как бы Наире. это вот некое продолжение того, что мы имеем. Благодаря, кстати, этой власти я поработала 1,5 года в системе внутри. На самом деле я пошла туда работать, потому что мне самой было интересно, что я смогу реализовать. Помнишь наш разговор про коррупцию и так далее? Прекрасно можно работать в этой системе, если у тебя совесть чиста. Можно честно отслужить и уйти. Если у тебя есть родственники, которые тебя будут содержать и так далее, и так далее. Вот. Система сама, извиняюсь, такой блатной жаргон моих сыновей, подточена под то, чтобы человек воровал. Можно я маленькую ремарку? Не, сейчас ты меня собьешь. Дайте договорить, мы обязательно дам вам слово. 140 домохозяек хотят кое-что здесь сказать, и на лухашик для журналистской публикации. В общем, эти 140 домохозяек говорят так. Сначала 20-ю статью Конвенции ООН. Дайте нам ее. Говорят парламенту. В прошлом году должны были принять. До второго чтения дошли. Все отбросили. Что такое 20-я статья Конвенции ООН? Говорю Абхазии. Если кто-то еще хочет сказать, Ресмак тоже хочет повторить. Мы 4 года тому назад или 3 года назад, как масонские ложи, собирались и обсуждали эту статью. Но ничего не сдвинулось. Почему? Знаете почему? Во-первых, что такое 20-я статья Конвенции ООН? Это декларирование доходов чиновников и их ближайших родственников. Это там много. Это главное. Подожди. Ну, ты сейчас юрист, потом продолжишь. И самое главное, не только декларирование, это конкурсный отбор на работу. В маленьком проценте нам удалось в Галле это сделать. В школах,
в культуре и так далее. Потому что у нас проходил конкурсный отбор на такие достаточно высокие должности. Это получается. И сегодня они работают, эти ребята. И дай бог, чтобы следующие во власти не завалили эту работу, которую мы начали. Что касается государства, что касается правовых регулирований, все можно регулировать, если депутаты начнут нести ответственность на своем рабочем месте. То же самое касается исполнительной власти. Но этой ответственности нет. Вот рычаг воздействия первый. Второе, до выборов. Первое, нам надо принять 20-ю статью Конвенции ООН. 21 числа Астамур Какали нас всех собирает в Атриум Виктория. Я там обязательно буду. И второе, до выборов. Это я говорю Аслану Бжане, это я говорю всем оппозиционным силам, обязаны принять 20-ю статью Конвенции ООН. Это поднимет их рейтинг и возможность работать дальше. И народ не даст. И второе, 19-ю статью надо им проработать. Дальше мы, юристы, скажут, куда нам дальше направляться. Хотя бы мы систему оживим. Ну да, честно, можно работать. Вы предлагаете принять 20-ю статью, а решения контрольной палаты не исполняются. У нас же не проблема, вы вот считаете? Будут исполняться решения контрольной палаты. Понимаете, как она будет? Вы понимаете, как она будет работать? Сейчас выборы, да? Используют все, что хочешь против оппонента. Коррупция. Я извиняюсь. Все используют против оппонента. Вот мой оппонент будет Рисман, он напротив стоит. Я использую все, что имею, всю информацию о нем, когда он будет баллотироваться. Я скажу, декларация о доходах, а у него семья на Ямайке живет, или там в швейцарском банке у него счет. В маленьком обществе, где это возможно. Все на лицо знают своих кандидатов. По поводу криминальных структур в нашем государстве. Все избегают этот вопрос, правильно? Прекрасных ребят, говорят, вот я их не знаю, убили в центре города Сухум, да, в столице нашего города. Что произошло после Неважно, этого? кто эти ребята, важно, что совершено убийство. Совершено граждане нашей страны, молодая девушка, двое молодых хороших ребят, как говорят. Ну, многое говорят, у нас вообще все говорят. Но после этого президент, значит, под давлением или без, снимает с должности министра, снимает с должности генпрокурора, назначают новых молодых прокуроров. Они прорабатывают, идут по следу, арестовывают людей, но работа замыкается на этом. Почему? Кому интересно, чтобы это следствие не дошло до конца? Кому? Или это использование? Почему вы все боитесь об этом говорить? Давайте говорить открыто. Алхас, вот вы представитель оппозиции, ответьте, знаете, пожалуйста, на чем потому что говорить. как раз-таки оппозиция требовала, но не дождалась. Но не дождалась. Настроенных граждан, скорее, так назовем. Я не представитель оппозиции, официально не вхожу Может в быть, и структуру будешь скоро. оппозиции, но сочувствую оппозиции в данный момент. Что насчет 20-й статьи, я бы по формулировке сказал бы, то есть 20-я статья это конкретная, есть конвенция ООН, рекомендательная против борьбы с коррупцией. Она специально разработана для стран, которые в принципе из-за каких-то вещей не имеют собственного какого-то антикоррупционного законодательства или такой жесткой финансово дисциплинирующих законов. 20-я статья говорит о том, что составом преступлений является уже наличие необоснованных средств. То есть, если у тебя незаконное обогащение уже является уголовным преступлением. То есть у человека, допустим, он чиновник, имеет зарплату там 40 тысяч рублей, ну, хозрасчетная, допустим, организация, хозрасчетная организация, имеет активов там на десятки или сотни миллионов. Если они необъяснимы, то, соответственно, возбуждается уголовное дело. И почему вот в странах, где несовершенно, вот вы же сказали, что есть много законов, которые не работают. Вот закон о ношении огнестрельного оружия. В том числе и антикриминальных законов у нас целый уголовный кодекс. Ну, как бы не совсем они могут до конца. Вообще закон не является панацеей против криминала и против преступлений. Да. Это просто реакция общества на эти вещи. Так вот, 20-я статья, она почему хорошо применяется вот именно в таких вещах? Потому что сами граждане
они могут быть инициаторами уголовного преследования. То есть, ну, есть свои моменты, но опять же, без комплексного плана, без комплексного подхода и системной, именно государственной политики в этом отношении, ну, тоже сложно реализовывать. Хотя там многие, там тот же Астамур говорит, что это реально можно сразу у нас применить. У нас мало времени остается. Я бы вот еще один вопрос хотела бы с вами обсудить. Выборы 22 марта. Не знаем, кто победит на этих выборах. Возможно, и представитель оппозиции. Потом, что будет? Кто будет в следующей оппозиции? Или вообще, как будут развиваться политические события? Баланс, наличие оппозиции в стране – это такой хороший фактор? Давайте будем надеяться, что эти 2 месяца у нас пройдут в плодотворной работе. И какие, например, группы сформируются, они могут там 2-3, я не знаю, сколько будет. Ну, пока что-то очевидное только вырисовывается. Мы до конца не можем прийти. Но давайте будем надеяться, что у нас в реальности сформируется и дееспособная сильная власть, и дееспособная сильная оппозиция. Это то, что нам необходимо сегодня, в принципе, когда они будут в конкурировании за людей, за общественное мнение, будут конкурировать. Но опять же, мы должны уйти от склок. Надо выйти на другой уровень тех же оппонирования. То есть не всегда надо идти именно так, как мы сегодня идем. Если у нас будут правовые механизмы, если у нас будут общественные механизмы, открытые площадки для дискуссии и законные, реально, когда группа людей будет знать, что, понадеявшись на одну из ветвей власти, она сможет довести какое-то дело до конца. Тогда многие вопросы, они отпадут, просто они не будут в компетенции высшего руководства страны. Это будет решаться на других уровнях. У нас в этом проблема во многом, потому что все накапливается, и в определенный момент это все начинает прорываться. Рисмак, ваше мнение? Ну, самое главное, должна быть адекватность. Все политики, идущие во власть, должны помнить историю. Вот Инал очень хорошо сказал. С 2004 года количество людей, собирающихся у администрации президента, уменьшается. Это большой сигнал, то, что нельзя становиться царьком, что надо проводить реальные реформы. Народ этого не простит. Это, с одной стороны, наверное, плохо, люди привыкли, оно хаяш сила залапхя гудейцота и рхотаха. Но это тоже механизм регулирования, который общество навязывает нашей власти, чтобы власть была более адекватная, чтобы она была обратная связь. Просто власть, она должна быть с народом, а не отдаляться от нее. Если это произойдет, то произойдут реформы. И вот этих эксцессов таких не будет. Как Алхас сказал, должны быть законные механизмы отзыва чиновников с должностей. А чего ждать от выборов вот мартовских? Последнее, коротко, если можно, чего ждать от мартовских выборов? А это, вот как Алхас сказал, если будет проведена адекватная, хорошая, информационная, в том числе, работа. Вообще, работа политиков, там много чего подразумевает, но политики, они должны воспитывать свой народ, они должны, как я говорил, на Владислава ссылаясь, должны показывать перспективу, должны говорить, куда нам надо идти, что нам надо делать. И если наши политики внятно, на хорошем русском и абхазском языке скажут нашему народу, что нужно сделать это, ради того, чтобы вот эти все негативные перечисленные моменты не повторялись, то у нас ждет прекрасное будущее. Хотел пару слов тоже сказать. Алхас, я извиняюсь, у нас мало времени остается. Я хотела передать слово Что бы я Наире. хотела сказать по поводу выборов? Вот как сказал Алхас, и сильная власть, и сильная оппозиция, как ему хотелось бы, как вы думаете, в нынешних условиях возможно? Вообще эта система демократии, она для нас, абхазов, не очень-то и потребна, но так как она у нас уже существует, то мы должны сделать все, чтобы изменить эту систему. Нам обязательно нужно перераспределение полномочий объявить. Нам обязательно до выборов надо принять 20-ю статью Конвенции ООН. Это не нам, это депутатам надо. Депутатам еще надо с 19-й статьей поработать. А еще хотелось бы пожелать видным политикам очень высокого полета немножечко быть ближе с народом.
Потому что, выступая на каких-то площадках и представляя свою родину, свою страну, ни один человек, будь он соратником Владислава Григорьевича Ардзинба, не имеет права заявлять о каких-то изменениях. То есть вектор внешнеполитический наш еще не изменился. Если геополитика изменится в мире, да, и мы как-то, наш формат маленького государства, он должен как-то туда уместиться, и в этот пазл мы должны войти. И как правовое государство, и с законом, с порядком в стране, все мы этого хотим, но никто сделать не может. Преемственности не было в политике. Мои ровесники все практически погибли. Кто не погиб, тот спился или от наркотиков умер. Вот что происходит в стране, понимаете? Поэтому я бы попросила бы наших уважаемых даже ветеранов, политиков, немножечко поаккуратнее с этим, потому что там уже пишут вот 140 домохозяек, что надо созывать народный сход. Нельзя. У нас нет связи с народом. У политиков нет абсолютной связи с народом. Наши депутаты избираются, я извиняюсь, конечно, не все, но они теряют связь со своим народом. Они не понимают, что происходит. Да ездите вы на этих маршрутках. Я ездила, и прекрасно все. Ты понимаешь народ, с которым ты живешь и на который ты работаешь. Нет этой связи. Вот эту усеченную пирамиду нам надо выстраивать в системе. Иначе мы провалимся. Да, Россия нам подпорки подставит, может быть, мы еще и не упадем куда-то, а тут еще НПО, извиняюсь, конечно, всякие фонды западные развивают радикализм по отношению к Грузии, к отношению России, потому что всех программы принимаются через Грузию. Много всего. Пригласите, я вам все это расскажу. И кухарок приглашу, если захотите. Ира, насчет НПО, оно ничего не может делать без нашего МИДа. Оно подконтрольно абхазскому государству. Мы с тобой уже говорили о женевских дискуссиях. Мы в другую плоскость сейчас переходим, Абхазия, и там передаю вам формат слово. надо менять, и Вы многое хотели что добавить надо коротко? менять. Я кое-что хотел сказать. На самом деле это не просто тоже разговоры, то, о чем я говорил до этого. Коротко, если можно. Уже много инициатив, в принципе. Я вот тоже вот недавно разговаривал с нашими взрослыми учеными. У них есть инициатива конференции такой. И я как бы хотел бы тоже, чтобы телезрители тоже знали, что работа ведется, и все политические силы тоже будут потихоньку вести определенного рода такие мероприятия, потому что, ну, очевидно, что так уже нельзя, что нужны перемены, что реально мы хотим верить в свое государство, своему руководству, мы хотим быть в безопасности, мы хотим, чтобы у нас все было, правоохранительные органы тоже работали, и правозащитные были тоже органы, и все у нас работало. Поэтому, как бы, инициатива есть, мысль политическая, она существует, ее надо возродить, да. Поэтому у нас есть шансы на хорошее развитие событий, неплохие причем. Инал Хашиг, у вас такой же оптимистичный прогноз? Знаете, Вот как вы можете подытожить? Вы знаете, если мы за 2 месяца ничего не сделаем, то новый президент и года не просидит. Я думаю, прогноз полгода. Наира, можно я скажу? Да, извиняюсь. Мне кажется, что нам нужно очень интенсивно провести эти 2 месяца. Понятно, что многие законы конституционные просто в срок не впишутся, потому что там процедура, процедура слишком долгая. Но тем не менее политические силы все должны, в общем-то, сесть и выработать некую дорожную карту. Стране нужны преобразования, но преобразование — это такая вещь, которую обычно там Саакашвили там приходил в Грузии к власти, имел там рейтинг 90%, и он ценой там потери этой власти он все-таки провел эти реформы. То есть это вот как бы у тебя так или иначе реформы — это не популярные меры, это резание по-живому. И понятно, что ни одна политическая сила в Абхазии, в общем-то, не имеет огромного такого большого рейтинга, и тем более она не способна провести реформы еще в силу того, что мы маленькое общество, у нас интеллектуальные силы достаточно ограничены. И поэтому нам нужно и эти интеллектуальные силы консолидировать. И нам нужно выработать за этот период дорожную карту, что мы сделаем, что сделает любая власть, и вот
какая бы оппозиция не была, какие-то политические, все остальные политические организации, общественные организации, там, научные институты, центры и так далее, которые должны, в общем-то, содействовать продвижению этой дорожной карты. То есть по тому человеку, той власти, которая выиграет, помочь этой. Если этой дорожной карты не будет, то у нас, в общем-то, руки развязаны. Любой политик, он обычно ставит цель приход к власти, и, в общем, когда у тебя нет этой повестки дня, ты будешь сегодня ты за добычу нефти, там, когда во власти, а когда ты окажешься вне власти, ты будешь против добычи нефти. То есть нужно вырабатывать концепцию тех преобразований, которые ты хочешь. Да, допустим, нам маленькая страна, где там, в общем-то, небольшое количество людей, которые заняты в реальном секторе экономики, когда у тебя там на одного человека в реальном секторе экономики приходится 7 чиновников, это ужас. Это кошмар. Экономика не может функционировать. Естественно, нужны сокращения. Когда будут сокращения, это тоже людей будут, как бы, конечно, это будет политизировано, люди будут недовольны и так далее. И здесь тоже нужна консолидация политического общества. Понятно, что это нужно делать. Нам такие вещи нужны, непопулярные. Это вот здесь мы на слух хорошо звучат реформы. Но это очень сложная вещь, которая... Это, знаете, когда у человека раковая опухоль, да, ее нужно оперировать. Да, он сразу, когда прооперирует, он не побежит. Нужен политик, который рискнет своим рейтингом. Да, процесс реабилитации. Но когда мы эти реформы проведем, жизнь станет, я уверяю, там, и, конечно, не сахар, но намного лучше. И государство, оно не будет все время вот в этих, как его, катаклизмах, от кризиса к кризису, там, каждый месяц у нас кризис. Мы, надеюсь, выйдем из этого пике. Но для этого нужно плодотворно проработать вот это время, которое остается до выборов. Спасибо огромное. Эти дискуссии в студии Абхазского телевидения будут продолжены. Спасибо На этом вам. я благодарю вас за участие в дискуссии. Уважаемые телезрители, в этой студии мы собрали сегодня людей с разными точками зрения, обсуждали сложившуюся политическую ситуацию в стране. На этом я прощаюсь с вами. До свидания.